Ингуши часто позволяют себе обвинить чеченцев и их язык, называя его просительным или рабским, а свой – приказательным, подразумевая под этим некое превосходство. В ингушском языке вот этого повелительного наклонения, например, в русском языке тоже есть, да, приказной тоне: встань, сядь. В чеченском языке этого нет, у них просительный язык. Давайте углубимся в этот вопрос и изучим его подробнее. Во-первых, в чеченском языке есть и приказательный тон, и просительный, и просто вежливый. Фраза «подойди» будет звучать в приказательном «хавол» – «иди сюда», в просительном «хавула» – «подойди», а вежливо «хаву харвари хьё» – «не мог ли ты подойти?». Богатство этих форм позволяет чеченцам более точно выражать свои эмоции. Не все подряд звучит в приказном тоне, как в ингушском языке. Так ли плохо присутствие вежливой тональности в языке? Означает ли вежливость слабость? И вообще, признаком чего она является? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется ознакомиться с другими языками, живыми или мертвыми. И тут мы увидим, что грубое и прямое общение друг с другом всегда и везде практиковали плебеи, крепостные или, вкратце, простолюдины. Лишенные изысканности речи, грамотности и нужды быть любезными друг другу, они говорили чуть ли не в приказном тоне. Обращаться вежливо они не только не хотели, но и не могли в силу отсутствия образования и нужды. А нужды не было, так как потасовки простолюдинов заканчивались простым обменом оскорблений. И все на этом. В отличие от них, ссоры аристократии могли довести до, в лучшем случае, дуэлей на смерть, в худшем – враждой или войной, кланов или целых княжеств. Это вынуждало представителей знатных родов во всем мире тщательно выбирать слова, так чтобы не было ощущения неуважения друг к другу. Этим и называется вежливость. Мне могут возразить, что это мои догадки. На это я отвечу примерами распространенности форм вежливой и изощренной речи именно у аристократии во всем мире. Латинский. В Древнем Риме высшие классы, патриции, могли использовать сложные структуры и редкие слова, в то время как простой народ, плебеи, использовал бы более простой и прямой стиль общения. Японский. В традиционном японском обществе существует четкое разделение между языком, который используют члены высшего класса, и простыми людьми. Самураи и дворяне использовали сложные и вежливые выражения – кейго, тогда как крестьяне и торговцы могли говорить более просто и прямолинейно. Английский, Британия, 19 век. Аристократия использовала обширный словарь и формальные обороты речи, тоже использование формы «shall» вместо «will», в то время как рабочий класс выражался проще и менее формально, иногда с использованием диалекта и местного сленга. Французский. Аристократия и буржуазия допускали использование изысканного языка и вежливых форм, в то время как крестьяне и рабочие говорили проще, часто с использованием диалектов и простонародных выражений. Русский, Российская империя. Дворянство стремилось к использованию высокого стиля речи, внедряя французские выражения и следуя строгим правилам риторики, тогда как крепостные и низшие слои общества общались в более простом и непосредственном стиле, использовали устойчивые выражения и примитивные конструкции. В некоторых культурах, как, например, османской, изощрение в высоком вежливом языке доходило до того, что простолюдины попросту не понимали язык аристократии и считали его иностранным. Получается, чеченский язык не рабский, а более аристократичный. В галантной вежливости языка таится вековая традиция дипломатических отношений и взаимоуважения как между тейпами, так и с соседской аристократией. Ну и напоследок, ингуши. О каком таком величии идет речь, если вы целый день выслушиваете и исполняете сотни приказов?